Selam aleykum saygılı dostlar. Bugün bizde 21. dersi. Ve ders mevzusu ev eşyaları. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 урок. И тема урока – товары для дома. Ev eşyaları. И здесь вот текст, который я хочу прочитать и разобрать каждое слово по отдельности. Давайте сначала я его прочитаю. Хопханин сув кетирейлер. Юзбезнен бетини сюртелер. Тарахнин сач тарайлар. Кузгюге кулип бахалар. Махаснен басма кеселер. Иненен антертикелер. Утюнен утюлейлер, сон антерны киелер. Итак, давайте разберем первые две строчки. Хопханен сув кетирейлер. И обратите внимание, я буду всегда обозначать одним и тем же цветом перевод слов. Хопханен – это ведро. Хопха – это ведро. Сув, вы уже знаете, что это вода. Кетирейлер приносят. Юзбезнен бетини сюртелер. Юзбез – это полотенце. С полотенцем значит юзбезнен. Бетини – бет – это лицо. Сюртелер – вытирают. Здесь вот слова, которые я для вас выписала. Например, хопханен. Хопха – это ведро. Кетермеге в неопределенной форме принести, потому что кетирейлер, олар кетирейлер, они приносят. Или обычно, как бы говорят, ведром приносят воду. А кетермеге – это принести, неопределенная форма. Юзбез – полотенце. Юзбезнен здесь вот с полотенцем. Бет – лицо. Сюртмеге – вытирать. И здесь вот сюртелер – они вытирают. Например, мен сюртем, сен сюртесен, я вытираю, он вытирает. И олар – они, сюртелер, они вытирают. Итак, следующие два предложения. Тарахнен сач тарайлар. Кузгуге кулип бахалар. Тарахнен – расческой. Тарах – это расческа. Сач – это волос. Сач – это вообще в единственном числе. Сач – это как бы волос. И сачлар – это волосы. Ну, когда вы пишете, можете также употребить в единственной форме, в единственном числе. Тарайлар – расчесывают. Кузгуге кулип бахалар. Смотрят в зеркало, улыбаясь. Или вот в зеркало смотрят, улыбаясь. Или же смеясь. И вот я написала все слова. Тарах – это расческа. Сач или сачлар – волосы. Тарамах – расчесывать. И они расчесывают. Олар – тарайлар. Кузгу – зеркало. Кульмеге – смеяться. Кулеп – получается смеясь. Кульмеге – это смеяться в неопределенной форме. Бахмага – смотреть. И здесь вот олар, они, бахалар. Во множественном числе это получается они смотрят. Олар, бахалар. Так, потом махаснен басма кеселер. Ножницами режут ситец. Иненен антир тикелер. Иголкой шьют платье. Вот здесь я выделила махас – это ножницы. Махаснен – с ножницами. Басма – ситец. Кеселер – режут. И неопределенная форма кесмеге – резать. Иненен – антертикелер. Иненен с иголкой шьют платье. Иненен
неопределенная форма или, как сказать, в единственном числе иголка, и не. Антер – это платье. Тикелер – шьют. Тикмеге – это неопределенная форма шить. Иненин, антер, тикелер. Следующие последние две строчки. Утюнин, утюлейлер. С утюгом гладят. Получается, утюлемек – это гладить, утюжить. Следующее предложение. Сон, антерни, киелер. Сон, вы уже знаете, что это потом. Антер – платье, мы уже это выучили. Антерни – платье. Киелер – надевают. И в неопределенной форме киемек – это надевать. А теперь, когда мы уже все разобрали, давайте все прочитаем заново. Хопханен сув кетирейлер. Скажите, что такое хопха? Хопха – это ведро. Сув – вода, кетирейлер – приносят. Юзбезнен бетини сюртелер. Что такое юзбез? Юзбез – это полотенце. Бет – это лицо. И сюртелер – вытирают. Тарахнин сач тарайлар. Тарах – это расческа. Сач – волосы. Тарайлар – расчесывают. Кузгуге кулип бахалар. Кузгуге в зеркало, кулип улыбаясь, бахалар смотрят. Махаснин басма киселер. Махаснин с ножницами, басма ситец, киселер режут. Инейнин антер тикелер. Ине – это иголка, инейнин с иголкой, антер. Что это? Платье. Тикелер – шьют. Утюнин, утюлейлер. Утюнин с утюгом. Я, кстати, не знала вот этого слова, так как мы всегда дома говорили утюг, так же, как на русском. Но в крымско-татарском языке утюг – это утюн. Утюлейлер гладят. Сон, антерни, киелер. Сон – это потом. Антерни – платье. Киелер – надевают. На этом я заканчиваю 21 урок крымско-татарского языка. Надеюсь, он вам понравился. И, пожалуйста, пишите, если кому-то нужно что-то объяснить, или же у вас есть какие-либо вопросы, вы можете писать внизу в комментариях. Также хотела у вас спросить, или даже попросить написать, с какого вы города. Вот под этим видео я бы очень хотела, чтобы вы написали, как вас зовут и с какого вы города на крымско-татарском языке. И я думаю, так мы смогли бы познакомиться. Ну все, на этом я заканчиваю. Сагунуз, достлар, и көрüşкенже.